Ежегодно в преддверии самого волшебного праздника в году подопечные КБФ Ашана присылают в офис фонда письма Деду Морозу. Акисаула Гинзе решил прийти сам, чтобы поздравить сотрудников фонда, ставших для него по-настоящему родными. За плечами этого мальчишки сложнейшая операция на левой кисти. Несколько лет назад на ребенка упала тяжелая плита и практически раздробила ему руку. Сегодня Кисо уже пишет сочинение и играет в футбол. Загрузив подарки в автомобиль, команда Ашана отправилась поздравлять других подопечных. В семье Джинджоли гостей ждали с нетерпением. 9-летняя Николь просила у Деда Мороза большое мягкое кресло. Сидя в этом кресле, Николь наверняка будет писать новые стихи, которых у нее уже набралось почти с тетрадку. Ты его сама сочинила, правильно? Да. А он как-то называется? Не придумала. Не придумал, да? С Новым годом поздравляю, радости, весельем. Дед Мороз так к нам пришел вместе со Снегурочкой. Мне подарочки принес, а подарочки в коробках. Елочку я нарядила и подарки подложила. История Николь Джинджоли известна многим жителям Абхазии. У девочки муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, которое поражает легкие и пищеварительную систему. Но сегодня Николь, забыв о болезни, искренне радуется празднику. Следующим пунктом доброй эстафеты стала семья Дианы Такаёковой. Девочка ждала гостей во дворе дома. Она долго не выпускала из объятий Деда Мороза и Снегурочку и рассказывала им стихи. Подарки явно пришли с Диане по вкусу. Швейную машинку. А для чего она тебе? А куклам вещи шить. У тебя много кукол? Одна. Ты уже что-то шила? С мамой, да, наверное, вместе? Но она мне покажет один раз, а я не шила один раз. Ты, наверное, платье сошьешь, да? Красивое? А в другой коробочке что это там у тебя? Не знаю. Самокат. Как ты будешь праздновать Новый год? Расскажи нам. У меня будет бомбочки и самокат. И машинка швейная. Диана сразу же похвасталась подарками перед друзьями, которых собралось много. Несмотря на задержку речи, девочка очень активная и не стесняется общения. В течение этого года фондом Ашана было сделано немало добрых дел. Были проведены десятки операций тяжелобольным детям. Многие из них прошли диагностику и курсы реабилитации в разных клиниках. Кроме того, во время карантина фонд оказал продуктовую помощь не только семьям подопечных, но и многим другим нуждающимся. Все это удалось благодаря объединению усилий неравнодушных людей, которые разными способами помогали в сборе средств. Год, безусловно, был сложным, но несмотря на это, хочу сказать, что культурно-благотворительный фонд Ашана выполнил свой годовой план. С января по ноябрь этого года мы собрали более 7 миллионов рублей, оказали помощь 52 тяжелобольным подопечным фонда, которые прошли 69 курсов лечения в лучших клиниках России. Из-за пандемии коронавируса, как все знают, был запрет на проведение массовых мероприятий. Ежегодно мы проводили от 20 до 30 благотворительных мероприятий. В этом году у нас было всего 8, из них 4 в онлайн-режиме. Люди оказывали разного рода поддержку, кто-то финансами, кто-то человеческими ресурсами, кто-то добрым словом и поддержкой. Хочу обратиться ко всем со словами благодарности. Несмотря на сложности, вы были с нами, и благодаря вам мы выполнили свой годовой план, оказали помощь более 50 тяжелобольным детям Абхазии. Я думаю, это наш совместный результат, и мы можем этим гордиться. Фонд не будет останавливаться на достигнутом и планирует расширять территорию благотворительности. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.